أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام. معروف يسدى للعام، أو رفق أو لين كلام، أو بر للوالد يهدى، أو حلم في وقت خصام، أو طاعة في تقوى. أما بعد أيها المشاهدون الكرام. Дорогие телезрители, я приветствую вас. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Я рад встрече с вами на первой передаче из цикла передач об исламской этике. Почему же я выбрал для вас тему этикета, дорогие братья? Потому что тот, кто хочет быть похожим на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, должен подражать ему во всем. В еде, в питье, во сне и в пробуждении. Он должен стремиться подражать ему в его образе жизни, намазе, омовении, паломничестве и в посте. Именно так любящий подражает тому, кого он любит. Любящий берет его за образец для подражания, изучает поступки и действия любимого, ведь он лучший из нас, как об этом говорит Аллах в Коране, и был для вас посланники Аллаха хороший пример. Да благословит его Аллах и приветствует. И мы начнем, дорогие братья, говорить об исламской этике, потому что она отличает человека, следующего за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, от неследующего за ним. Если мы хотим быть следующими за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, то давайте посмотрим на его этикеты и будем соблюдать их. Прошу Аллаха, чтобы Он объединил нас всех с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, на высшей ступени рая, в Фирдаусе. И мне хотелось бы начать наш благословенный цикл передач об исламской этике с этикетов, связанных с едой. Почему же я выбрал для вас этикеты, связанные с едой? Потому что человек нуждается в еде в день дважды, а иногда и трижды. Мусульманам следует знать правила поведения за столом. С чего приступать к еде, что говорить, о чем говорить во время еды, как сидеть и как вставать из-за стола. И первое, что должен сделать мусульманин за едой, это упомянуть имя Аллаха. Самое первое за едой – это сказать «Бисмилля». Какое же на это доказательство? Доказательством является хадис, который передали имамы Аль-Бухари и Муслим со слов Омара ибн Аби Саляма, да будет доволен им Аллах, в котором он рассказывал: «Моя рука пролетала по тарелке, то есть я брал оттуда и отсюда». На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: «О мальчик, скажи во имя Аллаха, ешь правой рукой и бери то, что перед тобой. О мальчик, скажи во имя Аллаха». Первое – это упоминание имени Аллаха. А как же будет более правильнее сказать? Во имя Аллаха Милостивого Милосердного или просто во имя Аллаха? Более достоверно, по мнению многих ученых, сказать просто во имя Аллаха, а не во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Почему же? Потому что человек, когда ест, говорит «Бисмилля», и когда закалывает жертвенное животное, говорит «Бисмилля». Зайдя куда-то и выходя откуда-то, надевая одежду или снимая ее, всегда говорит во имя Аллаха. А когда же нужно говорить во имя Аллаха Милостивого Милосердного? Когда? Тогда, когда читаешь Коран, в начале какой-либо суры, кроме суры Ат-Тауба, которая была ниспослана без Бисмилля. Доказательством же этого является то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал: «О мальчик, скажи во имя Аллаха Милостивого Милосердного», но сказал: «О мальчик, скажи во имя Аллаха». Мы еще говорим о первом этикете. Допустим, что человек не сказал «Бисмилля» перед едой. Человек поел, не упомянув имени Аллаха. Что же произойдет? Произойдет то, что еда будет лишена благословения, и ее поест шайтан. Доказательством этого является хадис, который передал имам Муслим от Джабира, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если человек, заходя в свой дом, упомянет Аллаха, то шайтан скажет своим приспешникам: нет вам ночлега. И если принесли еду и упомянули Аллаха, то он скажет: нет вам ночлега и нет вам ужина.
А если человек зашел, не упомянув Аллаха, свят он и велик, скажет шайтан: вы получили ночлег. И если принесли еду и не упомянули Аллаха, то он скажет: вы получили ночлег и ужин. Этот хадис, о братья мои, из благословенных хадисов, который необходимо знать каждому мусульманину. Если человек, заходя в свой дом, скажет: во имя Аллаха, сказал шайтан: нет вам ночлега здесь. То есть сказал шайтан другим шайтанам: нет вам ночлега в этом доме, потому что его хозяин, когда вошел в него, упомянул имя Аллаха. Поэтому, о благородный брат, приучи своего ребенка говорить при входе в дом: бисмилля. А если не упомянуть Аллаха при входе, то скажет шайтан: вы получили ночлег, то есть переночует с тобой группа шайтанов. Если принесли еду и упомянуто над ней имя Аллаха, то скажет шайтан: нет вам ночлега и нет ужина. А если не упомянуто имя Аллаха, то скажет: вы получили ночлег и ужин. Есть одна история, которая произошла с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Я хочу рассказать вам ее, потому что она очень интересная. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, часто любил кушать со своими сподвижниками. И однажды, когда он и его сподвижники собрались вокруг еды, произошла эта удивительная история, которую передал имам Муслим, со слов Хузайфа, да будет доволен им Аллах, который рассказывал, что когда мы присутствовали за едой с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никто из нас не протягивал руку к еде раньше пророка. Это из-за уважения сподвижников. Когда поставили еду перед посланником, да благословит его Аллах и приветствует, пришла девочка, как будто подталкиваемая кем-то. То она протянула свою руку к еде, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, схватил ее за руку. Затем пришел бедуин и протянул свою руку к еде. Пророк и его схватил за руку. И оказались руки девочки и бедуина в руках пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они хотели приступить к еде раньше пророка, да благословит его Аллах и приветствует, без упоминания имени Аллаха, свят он и велик. Затем сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует сподвижникам, объясняя свои действия: поистине, шайтан позволяет себе еду, над которой не упоминается имя Аллаха, и поистине он привел эту девочку, чтобы она позволила себе эту еду, и позволил он. Но я схватил ее за руку и привел этого бедуина, чтобы позволить себе эту еду, но я схватил и его за руку. И клянусь тем, в чьих руках моя душа, поистине его рука, то есть шайтана, с ее рукой в моей руке. В другой версии этого хадиса говорится: поистине его рука в моей руке с их руками. То есть рука шайтана в руке пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с руками девочки и бедуина. Шайтан толкает девочку, чтобы она поела, и поел он. И когда она захотела поесть и не смогла приложить ко рту, не смог и шайтан поесть. Вопрос. Допустим, что группа людей есть вместе, и часть из них упомянула имя Аллаха, а другая часть нет. Кушает ли шайтан с ними или нет? Ученые говорят, что если самый первый упомянет Аллаха, то шайтан лишается еды. Поистине, шайтан позволяет себе еду, над которой не упомянуто имя Аллаха. Мы еще продолжаем тему бисмилля. Вопрос. Допустим, человек поел еду, забыв упомянуть имя Аллаха, и вспомнил в середине еды. Что же он должен сделать? Он должен сказать с именем Аллаха в начале и в конце. Какое же доказательство на этом? Доказательством является хадис, который передал имам ат-Тирмизи, сказав, что этот хадис достоверный, в котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если кто-то из вас будет есть, то пусть скажет бисмилля в начале еды, а если забыл, то пусть скажет во имя Аллаха в начале еды и в конце. Так, перейдем теперь ко второму из этикетов еды, а это есть правой рукой. Правой рукой. Если человек ест, то пусть ест правой рукой, а не левой. Доказательством этого является все тот же хадис: «О, мальчик, скажи бисмилля и ешь правой рукой». Если человек поест левой рукой, что же произойдет? Будет то, что он уподобится шайтану, согласно хадису, который передал имам Муслим от Ибн Умара, в котором посланник Аллаха сказал: если кто-то из вас будет есть, то пусть ест правой рукой, а если будет пить, то пусть пьет правой рукой, ибо шайтан ест и пьет левой рукой.
По поводу этого, если кто-то захочет взять воду и возьмет левой рукой, и ему скажут, пожалуйста, возьми правой, то пусть не возгордится и возьмет правой. Есть одна история, которая произошла во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ее тоже привел имам Муслим в своем сборнике. В то время, когда сподвижники ели с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, один человек начал есть левой рукой, на что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ешь правой рукой». Тот сказал: «Я не могу». Тогда сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Чтобы ты не смог». И тот уже не смог поднять еду к своему рту. То есть парализовала его правую руку, о которой он сказал: «Я не могу». Вопрос: почему же проклял его пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Разве пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не является сострадательным, милосердным? Разве он не обладатель благородной морали? Конечно, да. Так почему же он его проклял? Потому что этот человек не послушался пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из-за гордыни. А ведь он мог есть правой рукой. Это гордыня, дорогие братья, в сердцах. Кто же знает? А что тебе даст знать о том, что он возгордился? Может быть, у него была причина. Так почему же проклял его пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Я скажу. Он проклял его, потому что его удержала его гордыня. А сообщил нам об этом пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Вернемся к хадису Муслима, где говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует: когда сказал ему: «Ешь правой рукой», тот сказал: «Я не могу». И он сказал: «Чтобы ты не смог». Ему ничего не помешало, кроме его гордыни. Кроме его гордыни. Таким образом, ни в коем случае не возгордитесь. Если вы случайно поели левой рукой, и кто-то сказал вам: «Пожалуйста, ешь правой рукой», оставьте гордыню и возьмите правой рукой. Так, приступим к третьему этикету из этикетов еды. А это есть из того, что перед тобой. То есть, если перед вами тарелка с едой, не ешьте из того, что перед другими, а ешьте из того, что перед вами. Доказательством этого является все тот же хадис от Умара ибн Аби Саляма, который привели имама Аль-Бухари и Муслим. «О, мальчик, скажи бисмилля, ешь правой рукой и ешь из того, что перед тобой». То, что рядом. Теперь вопрос: относится ли это ко всей еде в целом? Ученые говорят, что если на столе различные блюда, и они не перед тобой, то можно взять, даже если не перед тобой, или попросить другого передать. Но если на столе одна большая тарелка, в которой, например, мясо, то нужно брать с той стороны, которая ближе к тебе, чтобы не протягивать руку к мясу, которое перед другими. То есть ешь то, что перед тобой. Пятый из этикетов еды, дорогие братья, а это есть с краю тарелки. То есть, если перед тобой лежит еда, то надо есть с того края, что перед тобой, а не с середины, даже если человек ест один. Ешьте с краю перед собой, но не с середины. Почему же так? Потому что Абу Дауд передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ешьте вокруг и оставьте горку, чтобы для вас было в этом благословение». То есть ешьте по краям, а не с середины, и тогда еда будет благословенной. Я хотел бы остановиться подробнее на истории этого хадиса. Передает имам Абу Дауд с достоверной цепочкой передатчиков, что у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было большое-большое блюдо. Чтобы перенести его куда-либо, нужно было 4 человека. И когда наступало время молитвы духа, сподвижники, совершив эту молитву, приносили это блюдо в мечеть. Его ставили перед сподвижниками, а они, сев вокруг него, начинали кушать. Вот тогда и сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Ешьте вокруг и оставьте горку, чтобы было для вас в этом благословение». Более того, есть даже повеление пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на то, чтобы мы не начинали есть с середины, а оставляли на конец. Передает имам Ахмад с хорошей цепочкой передатчиков от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ешьте с краев блюда и не ешьте с середины, ибо благословение снисходит на ее середину». Вопрос: относится ли это к большим блюдам или к маленьким?
То есть, например, тарелка с уксусом, тарелка с салатом, тарелка с вареной пищей, ну и тому подобное. С краю или с середины этой тарелки надо есть. Надо есть с краю этой тарелки, а не с середины. Относится ли это также к хлебу? Например, к чуреку. Да, его также надо есть с краю, а не с середины. Представьте, что у вас чурек, и все не хотят есть с краю, потому что его край, ну, допустим, чуть-чуть жесткий. Что же тогда делать? Нужно сломать его пополам и есть также с краю, а не с середины, потому что его середина относительно половины стала краем. Давайте приступим к пятому из этикетов еды. А это не есть облокотившись. Доказательством этому служит хадис, который передал Аль-Бухари в своем достоверном сборнике от Абу Хузейфы, да будет доволен им Аллах, который рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Я не ем облокотившись». Ученые говорят, что это нежелательно. Теперь, что же такое облокотиться? Облокотиться можно тремя способами. Способ первый – это облокотиться на правый бок. Способ второй – это облокотиться на левый бок. Это два способа. Третий же способ – это способ, о котором сказал ученый Хаттаби, а это сесть на подушку, скрестив ноги. Хаттаби говорит, что облокотиться на подушку тоже запрещенный способ, как привычка тиранов и того, кто хочет поесть много. То есть, положив под собой подушку и сев на ее край, чтобы поместилось больше еды. То есть, как будто бы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говоря «я не ем облокотившись», имеет в виду «я не сажусь на подушку во время еды, но ем, как ест раб, и пью, как пьет раб». Так можно ли есть, скрестив ноги? Да, можно. Но при одном условии – не садиться на подушку. Также можно сесть на подушку, если в этом была нужда, такая как болезнь, сломанная нога, допустим. В таком случае нет ничего страшного в том, чтобы сесть таким образом. Шестой из этикетов еды – это не критиковать еду. Не критиковать еду. Доказательством этому является хадис, который передают имамы Аль-Бухари и Муслим от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который рассказывал, что посланник Аллаха никогда не критиковал еду. Если хотел, ел, а если нет, то оставлял. Имам Навави, да будет милостив к нему Аллах, комментируя этот хадис в своих комментариях к сборнику Муслима, говорит: критиковать еду, сказать это пересоленное или это недосоленное. Либо это еда густая, а та жидкая, или недоваренная. Удивительно. То есть, если принесли еду, и она недосоленная, что же нужно делать? Нужно просто попросить соль, посолить и есть. Только не нужно критиковать, говоря, эта еда недосоленная или пересоленная. Не критикуй, а просто попроси соль, посоли и ешь. Вот так просто можно решить эту проблему. А если еда была недоваренная, то не говори, эта еда недоваренная. Если можешь есть, то ешь, а если нет, то не кушай ее. Надоело поступать так у себя дома? Да, и у себя дома скажи жене: еда очень вкусная, только посоли немного. Вот так вот. И никогда не критикуй еду, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не критиковал еду. Дорогие братья, мы идем дальше и приступим к рассмотрению седьмого правила из этикетов поведения мусульманина за столом. Это очень важный момент поведения за столом. Некоторые люди могут возмутиться, многим это может не понравиться, но это не насыщаться. Не насыщаться. Это очень важно. Представьте себе, если человек будет строго придерживаться этого правила, то никогда не будет страдать от болезни живота. Так говорят ученые.
Медицина утверждает, что живот – это очаг всех болезней. Однажды пришел один человек к Абдулле ибн Омару и преподнес ему что-то. Тот спросил, что это? Тот ответил, джавариш. Абдулла спрашивает, а что такое джавариш? Он ему говорит, это то, что помогает пищеварению. То есть, если насытился, то необходимо употребить это средство, чтобы пища переваривалась. На что Абдулла сказал, я не нуждаюсь в этом, потому что я уже 20 лет не ем досыта. И поэтому ученые говорят, что тот, кто поест досыта, его постигнет 4 недуга. Первое. Будет недопонимать. Второе. Его сердце станет черствым. Третье. Будет часто ходить справлять нужду. Четвертое. Он не сможет выстаивать ночь, кроме немногого. Это и есть недуги насыщенности. Давайте послушаем хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который является основой в этой теме. Передает имам ат-Тирмизи в хорошем, достоверном хадисе Мигдама ибн Махди Кариба, да будет доволен им Аллах, который сказал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не пополнил сын Адама ничего хуже, чем свой живот». Достаточно сыну Адама несколько маленьких кусочков еды, которые придают ему сил. То есть пространство желудка нужно делить на 3 части. Первая часть для еды, вторая для воды, а третья для воздуха. То есть делить желудок необходимо на 3 части. Треть для еды, треть для воды, а треть оставляем для дыхания. Так, чтобы не давило на перепонку между животом и легкими. Посмотри на любимого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь он разъясняет нам счастье в мире этом. О, братья мои, испытайте это. Подержите пост хотя бы 1 день, и вы станете мягкими, сентиментальными, часто поминающими Аллаха. А если вы поедите досыта, как это бывает обычно, то станете бездельничать, ленивыми в поминании Аллаха. А когда выстаиваете намаз, выстаиваете его без смирения. Поэтому те, которые много кушают в месяц Рамазан, не ощущают ценность и вкус беседы с Аллахом в намазе Таравих. Поэтому я хочу сказать, мои братья, возьмите этот хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, девизом по жизни. Так что же означает поесть досыта? То есть как это не доедать? Ученые говорят, кушай только тогда, когда ты голодный. Кушай только тогда, когда ты голодный. Кстати, по нашей теме, некоторые после еды хотят выпить что-нибудь, думая, что это помогает пищеварению. Но жидкости, которые они пьют, не переваривают пищу, а только расширяют желудок и мучают его. Ученые говорят, что тот, кто хочет, чтобы пища быстро переваривалась, то пусть не ест и не пьет в течение 2 часов. Почему же так? Потому что у человека, когда он поест, выделяется желудочный сок для переваривания пищи. И если он пьет какую-либо жидкость, то из-за нее ослабевает действие желудочного сока. И вместо того, чтобы пища переваривалась в течение 2 часов, это занимает 3, а иногда 4 часа. Поэтому, мой дорогой брат, не ешь досыта. Если ты хочешь быть мягкосердечным и с хорошей памятью, то ты должен мало есть. 9-й этикет еды – это не дуть на еду и питье. Не дуйте на еду и питье. Один из исламских этикетов – то, что если перед человеком поставят еду, то нельзя дуть на нее, хоть даже она будет горячей. Если же еда будет горячей, то пусть помашет над ней рукой или, например, включит вентилятор, но никак не дуть на еду. Потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил дуть на еду. А доказательством на это является хадис, который передал имам Ахмад с достоверной цепочкой передатчиков от Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что он сказал: запретил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дуть на еду и питье. И нет разницы, выходят там микробы или нет.
раз запретил, и этот запрет подтверждается достоверным хадисом пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то мы должны знать, что это лучше для нас. И мы должны следовать этому, подражая пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и подчиняясь его повелению. Как-то один из подвижников задал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопрос. В хадисе, который передает имам ат-Тирмизи от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, где он рассказывал: запретил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дуть на еду и на питье, и сказал: о посланник Аллаха, а что делать с соринкой, попавшей в питье? То есть с соринкой, которую обычно сдувают. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: слей ее. Слей ее, но не сдувай. В таком случае, если человек ест или пьет, то он не должен дуть на еду. Разницы нет, один он кушает или с братьями. Следуйте за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Давайте приступим к 9-му этикету, а это оставлять кусочки еды несъеденными. О, мои братья, этот вопрос очень важен. Передал имам Муслим в своем достоверном сборнике от Джабира, да будет доволен им Аллах, что он сказал: я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: шайтан бывает везде, даже присутствует, когда вы едите. И если упал у кого-либо из вас кусочек еды, то пусть стряхнет его и съест, не оставив его шайтану. Посмотрите, какой скромности обучает нас посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пусть стряхнет ее и съест, не оставив ее шайтану. 10-й этикет. Это не есть что-то штучное, такое как финик, по два. То есть человек, когда ест что-то штучное, как оливка или финик, то пусть не ест по два вместе, без разрешения тех, с кем он кушает. Если ты ешь один, то можешь есть так, как хочешь, а если с людьми, то спроси у них разрешения. Если они разрешат, то можешь есть и по два. Доказательством на это является хадис, который передается в обоих достоверных сборниках от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что он сказал: запретил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, брать по два финика вместе, пока вы не спросили разрешения у тех, с кем вы кушаете. Да благословит его Аллах и приветствует, о посланник Аллаха. Он обучает нас вежливости и моральным ценностям. Если ты будешь есть по два, а тот, кто с тобой, стесняясь, ест по одному финику, получится, что если он поел 10 фиников, то ты поел 20. А если он 20, то ты 40. Но этого делать нельзя. Это все, конечно же, относится к тому, что кушается кусками или штучно. Этикет 11. А это не есть еду, пока она не остынет. Не есть, пока еда горячая. То есть нежелательно есть еду в горячем состоянии, потому что это может навредить, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил это. Доказательством этого служит хадис, который передали имам Ахмад и Хаким, причем последний назвал хадис достоверным согласно условиям имама Муслима, и подтвердил это также ас-Захаби. От Асмы, дочери Абу Бакра, да будет доволен ею Аллах, передается, что она сказала: когда я готовила что-нибудь, я всегда накрывала еду крышкой, пока не останавливалось кипение. И она говорила, что слышала, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: поистине, так лучше для большего благословения. То есть, если есть в горячем виде, то еда потеряет свое благословение. Надо подождать, пока она остынет. Это не означает оставить еду, пока она не станет совсем холодной. Нет, но пока не остановится кипение. А ученые объясняют это паром. То есть пар, который исходит от него от высокой температуры. То есть надо подождать, пока остынет, чтобы поесть без вреда. 12-й этикет. Сказать «Альхамдулиллях» после еды. Приводится в достоверном сборнике имама Муслима, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине Аллах доволен тем рабом, который после еды или питья благодарит его.
Это указывает на то, что частое благодарение после еды и питья есть один из путей, который приводит к довольству Аллаха. Поистине Аллах доволен тем рабом, который после еды или питья благодарит его. Каждый мусульманин должен после еды или питья благодарить Аллаха, свят Он и велик, потому что человек, когда вспоминает о благе, должен благодарить того, кто эти блага дает, свят Он и велик. И я выбрал для вас хадис, который передал имам Абу Дауд, с хорошей цепочкой передатчиков от Абу Айюба Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, что он сказал: когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ел и пил, то всегда говорил: хвала Аллаху, который накормил, напоил, сделал это легко усваиваемым и сделал для этого выход. Хвала Аллаху, который накормил, напоил, сделал это легко усваиваемым и сделал для этого выход. Обратите внимание на 4 вещи, на которые указал пророк, и выучите их. Да благословит вас Аллах и ниспошлет вам свою милость и благодать. Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал нашу встречу благой и благословенной, и наша передача подходит к концу. Я хотел бы закончить ее мольбой. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم يا من خلقتنا من عدم وأنطقتنا من بكم وأسمعتنا من صمم وأطعمتنا من جوع وكسوتنا من عري وعلمتنا من جهالة وهديتنا من ضلالة وأغنيتنا من فقر وقويتنا من ضعف، نسألك أن ترفع دعاءنا ولا ترده علينا. نسألك أن تختم لنا بخاتمة الخير أجمعين. نسألك أن تأخذ بنواصينا إليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا اتباع نبيك والاقتداء به في الدنيا، ووفقنا لأن نحشر يوم القيامة تحت لوائه. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.